Скучно. Может, винца немного? Благодарю. Вот скука-то. И так каждый раз. Теплоход задерживается. Да, действительно. Я тут уже минут 40. И пассажиров что-то не видно. Нам предстоит неделю плыть с экипажем. Пока мы не сойдем на землю Заилии. Там и пассажиров добавится. Как вы сказали, Заилия? Разве есть такая страна? Заилия. Не знаю, куда вы собрались, но наш теплоход зайдет в гавань Заилии по обычному старому маршруту. Заилия. Такого названия, признаться, я раньше не слышал. Да и в источниках, над которыми я работал, я не встречал такого названия. Заилия. Заиля очень древняя страна. Один из ученых этой страны осыпал ругательствами великого Гомера. Так в его честь до сих пор стоит мемориальная доска в столице Заилии. Я приятно поражен вашей эрудицией. Правда, по внешнему виду этого не скажешь. Так значит, это древнее государство. Очень древнее. Если верить мифам, в этой стране сначала жили лягушки. Но Афина-Паллада превратила их в людей. Поэтому некоторые, кто побывал там, утверждают, что голоса жителей Заилии похожи на лягушачье кваканье. Но вряд ли это достоверно. По крайней мере, в летописях первые упоминания о Заилии встречаются как раз-таки с тем ученым, отвергавшим Гомера. Так значит, по-вашему, теперь это культурное государство. Разумеется. В столице Заилии есть университет, где собран цвет ученых, не уступающий лучшим университетам мира. А вот такая вещь, как измеритель ценности, изобретенный тамошними профессорами, признан новейшим чудом света. Любопытно. А из каких источников это вы знаете? Я говорю со слов вестника Заилии. Измеритель ценности, вы говорите? Да? А что он из себя представляет? Ну, буквально аппарат для измерения ценности. И в основном романов и картин. И только романов и картин? Нет, не только. Можно измерить вещи другого рода, но главным образом художественную ценность. В Заиле этот аппарат назвали в честь великого предка Меразаила. А вы сами видели этот аппарат? Нет, только на иллюстрациях. Внешне он ничем не отличается от медицинских весов. На платформу, куда обычно ставить человека, кладут роман или картину. Конечно, рамы и переплет немного мешают измерениям, но на них делают поправку, и все в порядке. Очень удобная вещь. Очень удобное, так сказать, орудие культуры. Да, орудие культуры. С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем крышка. Размер ценности наглядно обозначается в цифрах. Я думаю, это неразумное решение. Не прочитав и не увидев, и сразу на весы. Народ Заилии даже решил установить его на таможне. Почему? Рукописи и картины проверяются на этом аппарате.
И вещи, которые не представляют никакой ценности, ввозу не допускаются. А недавно в одно и то же время поставили на весы вещи, привезенные из Японии, Англии, Франции, Германии, России, Италии, Испании, Норвегии и из других стран. Ну-ну, интересно. По правде сказать, результат для многих вещей оказался неважным. И что же эти вещи, которые не прошли контроль, их возвратили обратно? Вероятно. Что-нибудь желаете еще? Нет, спасибо. Вы знаете, любому писателю или художнику, попади он на измеритель, придется туго. Никакие надувательства тут не действуют. Как бы он свое произведение не перехваливал, измеритель покажет подлинную ценность. Каким же образом определяют, что оценки измерителя правильны? Для этого достаточно просто положить какой-нибудь шедевр на весы. Например, положит роман Мопассана «Жизнь». И он покажет наивысшую ценность. И только? И только. А что там в самой Заилии? Вещи, созданные писателями, художниками, тоже проверяют на измерителе? Нет! Это запрещено законом Заилии! Почему? Пришлось отказаться, потому что когда они поставили свои произведения на измеритель, он показал минимальную ценность. Да, это интересно. Они оказались перед дилеммой. Либо отказаться от показаний измерителя, либо отказаться от своих произведений. Ни то и ни другое им не улыбалось. Заиля Истори Республика. Глаз народа. Глаз Божий. Они это соблюдают буквально. Хотя это только слухи.
Войдите. Здрасте. Господин Великий маг дома? Здравствуйте. А он пошел погулять. Сейчас вернется. Проходите, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вам чай черный или зеленый? Все равно. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Здрасте. Как у вас дела, учитель? Очень любезно с вашей стороны приехать ко мне, несмотря на такой долгий путь. Нет, учитель, я просто приехал вас проведать. И посмотреть что-то такое необыкновенное, того, чего не было на сцене театра. Учитель, а вам правда помогает джин? С помощью его вы показываете такие чудеса. В джиннов верили много столетий назад. Скажем, в эпоху «Тысячи одной ночи». Магия, которой занимался в далекой Индии у Хасан-хана, это совсем не волшебство. Это просто-напросто гипноз. Вы могли бы делать то же самое, если бы очень захотели. Все ведь это очень просто. Только надо быть очень и очень внимательным. А теперь посмотрите вот на эту лампу. Вы изумлены, но ведь это детские фокусы. Вы хотите, я вам что-нибудь еще покажу? Да, конечно. Да? Конечно. Тогда извольте взглянуть вот на эту книгу. Она необычна. Взгляните. Ну, достаточно сделать движение, и вы станете самым богатым человеком. Учитель, ваше искусство поразило меня. Вы говорили, что фокусы подвластны каждому? И даже мне? Вы не пошутили? Нет, это не шутка, это действительно так. Каждый может научиться этой магии. Только не человек, одержимый корыстью. Так вот, если вы хотите действительно владеть этим искусством, вам нужно в первую очередь победить в себе корыстолюбие. Вы готовы к этому? Ну, если вы будете моим наставником, я готов пожертвовать вот всем. Хорошо. Спасибо, спасибо. Я буду вас учить, но для этого потребуется время. Я буду настоящим лучшим учеником. Сестра? Сестра!
Гость остается у нас ночевать. Приготовьте ему комнату. А мы пойдемте, подышим свежим воздухом. Учитель, я слышал, что вы не вернетесь на сцену к своему зрителю. Сегодня ремесло мага и волшебника, к сожалению, не востребовано. Телевидение, интернет, компьютер – вот где волшебство. Значит, вы решили оставить театр навсегда? Что нужно старому человеку? Покой, дом у моря. И это вот красоту. Посмотри. О, какой человек! Ну-ка наливайте быстро, наверное. Отличный удар, Ну-ка быстро. Давай. Наливай, Мася. Давайте. Ну, человек увидишь, не подумаешь, а его сразу съедешь. Давайте за него. Давай. Ура. Давай. До встречи. Ай, как хорошо пошло-то с тобой, а? Слушай, говорят, ты в последнее время магическим опытом увлекся. Да? Может, что покажешь? Не, блин, пацаны,
Может, в другой раз, пожалуйста? Да ладно. Хорош, Адик. Блин, я реально соскучился. Ну, один Давайте посидим, ну, пацаны. Хорошо выпили, Адик, покажи что угодно, на свой выбор. Главное, удиви нас, мужик! Ну? Давай. Ну, что ты ломаешь? Хорошо, пацаны. Хорошо, я постараюсь удивить, да? У каждого фокуса есть своя подготовка, я всегда ей занимаюсь. Сейчас как раз мне нужна будет сигарета. Посмотрите, пацаны. Нужно прижать. Пойдемте посмотрим. Надо предупреждать же, в конце концов. Чего вы сделали? Посмотри. Итак, смотрите. Это реальный фокус. У меня есть тузы и джокеры, да? Смотрите, этот уже сгорел, да? На ваших глазах я ничего не делаю, смотрите. Беру. Вот. Да, и туз растворяется. Видите? Давайте еще раз. Еще раз, смотрите. Еще раз, смотрите. Да. Беру туза. Он сразу же исчезает. Тузы же исчезли, да? Где тузы-то? Смотрите, давайте я усложню. Смотрите, пацаны. Раз, два, три. Вы сейчас спросите, куда делись тузы, да? Атай, вот смотри, я же не трогал тебя, да? Ну, нет, не трогал пока. Посмотрите в кармане, что есть. Да ладно. Посмотри. Ну-ка, так. Посмотри. Да ладно. Жираф, ну ты толстый, ну ты! Это развод. Это ладно. Ты не можешь такого? Я не буду никак. Вот смотрите, я же с картами, да, показывал сейчас? У кого есть мелочь, давайте вот с деньгами покажу. Можно? Смотри, потом вернее. Теперь смотрите внимательнее. Ну-ка. Я сгибаю 20 сомов. Да? Смотри, что творит, да? И на ваши глаза. Не, а теперь я вам реально уникальный номер покажу, хорошо? Смотрите, сейчас. Опа. Подожди. Ничего себе! Как нам повезло с таким хорошим другом. Мы погуляем ведь, а? Ничего и сказать. Ты так быстро научился этому замечательному волшебству. Подумать только. Ведь ты же можешь стать миллионером. Или ты уже несметно богат? А? Ну, если вы насмотрелись, я их тогда уберу. Такое богатство и превратить в ничто? Это глупо, Адик. Ты нам друг. Ты хочешь превратить это богатство в ничто, а мы не хотим. Хорош, мы же так не договаривались же. У меня есть идея. Мы сыграем в карты. Если выиграешь ты, аквариум твой, делай с ним что хочешь. Но если выиграет кто-то из нас, спор заканчивается. Я за. Нет, ну, я вас всех люблю. Но играть на эти деньги я не буду. Ну, я просто превращу эти деньги опять в ничто. Ну, не потому что мне жалко. А в чем дело, Адик? Наш спор решится по-честному. Ты говорил нам, что победил корысть, чтобы совершать чудеса. Теперь же твое благородство по отношению к друзьям кажется сомнительным. Вы серьезно? Я еще раз говорю, это не в моих силах. Не, давайте катанем. Давайте. Ну, Адик. Ну. Твое слово, Адик.
Ну, хорошо. Бинго! Мы играем, да. Внимательно, внимательно, пацаны. Тебе не раздал. Удачи вам, ребята. Пас. Пас. Забирай. Что ж такое? Вы будете играть или нет? Повышаем ставки. По 2. Давай. 2 имею. 3. Хорошо. Штраф. Да не стоит, блин. Пас. Пас. Ты не нервничай. — 11. Братан, мои. Че, пацаны? Вот чего вы добились? Нет! Игра продолжается. Я предлагаю сыграть еще раз. Мужики, я же выполнил все ваши просьбы. Ну все, я же все выиграл у вас. Спор окончен? Я предлагаю последний раз. Я ставлю машину, которая стоит здесь, во дворе. Квартиру. Я ставлю все свое состояние. Ты ставишь весь свой выигрыш и то, что было в аквариуме. Играем очень просто. Вытягиваем из колоды по одной карте. Выигрывает старшая. Согласен? Хорошо. Давайте ставим колоду. Король.
Так вот, чтобы учиться у меня искусству магии, нужно прежде всего победить свое корыстолюбие. Корыстолюбие. Тебе пришла молодая женщина, она в кабинете. Вот ее визитка. И не забудь переодеться, а я пока чай приготовлю. Здравствуйте. Добрый день. А мы с вами где-то встречались. Да. Я мать вашего студента, Нисияма Канитиро. А, Нисияма. Вот оно что. Ну, прошу, присаживайтесь. У вас прекрасный кабинет. Да нет, я бы сказал, уютный. Это вот моя жена со своими дизайнерскими способностями. Она у меня эстет, увлекается юго-восточной культурой. Но как ваш сын? Особых перемен в его состоянии нет? Дело идет на поправку? Нет. Собственно, я пришла из-за сына. С ним произошло несчастье. Он был многим вам обязан. И когда он лежал в больнице, то часто говорил о вас. Поэтому, хотя я знаю, что у вас нет свободного времени, все же решилась сообщить вам о его смерти. Эх, вот оно что. И вместе с тем выразить свою благодарность. Да что вы. Какое несчастье. И надо же в таком возрасте, когда все впереди. Когда он скончался? Вчера как раз был 7-й день. В больнице? Да. Как все неожиданно. А я вот не получая никаких вестей из больницы, подумал, что все идет хорошо, все идет к лучшему. По крайней мере, было сделано все возможное.
Мне теперь остается лишь примириться с судьбой. Примите мои соболезнования. Даже я, не имея собственных детей, понимаю, как вам тяжело. Благодарю вас, профессор. Теперь, как бы там ни было, это непоправимо. У этой женщины умер сын. И она пришла, чтобы сказать мне об этом. Во время беседы я обратил внимание на странное поведение этой женщины. Ни на облике, ни в ее поведении абсолютно не обозначилась смерть родного сына. В глазах не было слез, речь звучала обыденно, в уголках губ мелькнула улыбка. Бушидо – это система морали и фон поведения японского сословия в эпоху империализма. Это кодекс чести, требующий высокой самодисциплины. Да, эта женщина заслуживает похвалы. Ее поведение я бы назвал бусидо японских женщин.